Момский улус, Якутия – притягательный и труднодоступный район нашей республики. Он славится сочетанием суровости климатических условий и неописуемыми красотами Черской и Момской горной системы. В таких необычных условиях можно встретить царственного обитателя этих территорий, снежного барана или же по-якутски чубуку. Труднодоступность ареала обитания и естественный камуфляж чубуку делает его одним из самых желанных трофеев и вершиной охотничьего мастерства. Я принял решение выделить себя на охоту ровно неделю, после чего мне надо будет вернуться в Якутск. Смогу ли я добыть трофей или же придется вернуться ни с чем? Я, Петр Макаров, предприниматель и охотник, впервые в своей жизни отправляюсь на горную охоту за снежным бараном в качестве охотничьего трофея. Начинаем наше путешествие из города Якутска. Сейчас мы собираемся в поселок Сасыр. Мы едем вместе с жителями поселка на 3 машинах. Путь был долгий. Ожидалось, что мы доедем до пункта пересадки в Уснере за 1 день. Но из-за поломки одной из машин наш путь занял 2 дня. После была пересадка на Урал, и до самого поселка мы ехали 3 дня. Всего на путь ушло 5 дней. Нам еще повезло, потому что мы попали в сезон спада уровня воды речки, перекрывающей путь. Бывают случаи, когда местные жители ехали до поселка неделями из-за непредвиденных природных явлений. Жителям отдаленных районов Якутии долгие поездки не в новинку. Дополнительным способом транспортировки до поселка Сасыр является самолет. Но для этого нужно долететь из Якутска в административный центр Момского улуса поселок Кону. И только после этого вы летаете другим самолетом в поселок Сасыр. Однако самолеты летают не так часто, из-за этого путь может удлиниться. Более подробно про этот маршрут можете узнать на моем другом канале, где мы проехали этот маршрут за 2 суток зимой. Мы пока что в Имяканском улусе. И чтобы дорога была прямая, без поломок и так далее, преподносим оладьи, так называемые, да? Чтобы дорога была хорошая, техника не ломалась, и чтобы благополучно найти место прибытия. Друзья, у нас 4-й день начинается, 3-й сутки уже получается. Едем мы возле реки Андыгачан, называется, да? Тут уже время поменялось, 10 часов. 26 августа 10 часов. А вот по местному якутскому времени 8 часов 4 минуты. На 2 часа отстает Якутск. А вот смотрите, каждый человек знает свое место. Очень быстро, как только вышли с машины, кто-то костер разжег, кто-то вот завтрак делает, дети моются, кто-то в туалет ходит. Очень быстро, очень слаженно. Видно, что люди постоянно вот ездят на таких условиях, и уже каждый человек знает, чем занимается. Вот водитель колесо меняет сломанное. Остановились не просто так. Колесо перемонтировать и заодно позавтракаем. И дальше поедем. Сегодня, скорее всего, целый день вот возле реки Андыгачан пойдем, возле устья реки, да. И потом водитель говорит, перевал придет, Антон. Через него выйдем, потом другая река появится. Ну, там дальше будем рассказывать. И по пути будем заезжать к оленеводам. Вот у них тоже посылка есть, и заодно посмотреть, увидеть. Всего в Момском районе проживает более 3000 человек. Основной вид деятельности жителей района – это оленеводство, охотничий и рыболовный промысел. Поселок Сасыр обладает большим туристическим потенциалом. Большое количество природных достопримечательностей, Мраморная гора, Пик Победы, заповедники, ледники. Каждый желающий увидеть собственными глазами арктическую природу обязан посетить это уникальное место.
Несмотря на отдаленность поселка Сасыр, у населения есть все необходимое: школа, детский сад, больница, несколько магазинов и культурный центр. Наши попутчики остаются в поселке, а для нас охота только началась. Мы продолжаем наш путь дальше на вездеходах, чтобы подняться на момские вершины. Друзья, добрались мы до поселка Сасыр в течение 4 суток. Красота, конечно, неописуемая. Очень много живописных мест. Вчера ночью в 3:30 приехали в поселок Сасыр. Хочу поблагодарить водителя Семена и других водителей и попутчиков, кто с нами разделил дорогу. И сегодня вот с Сасыра на вездеходе Ярс добрались до оленеводческого стада номер 1. Предвкушение от завтрашней охоты, конечно, сглаживает все усталости от дороги. Погода у нас сегодня ясная. Нам обещает еще 3-4 дня такую погоду, без дождя, ясную погоду. Ну, посмотрим, как получится. Сейчас будем готовиться, пристреляем ружье. Я хочу вам показать ружье, на котором буду охотиться. Блазер 300 Винмаг в калибре. Сейчас пристреляем на 100 метров и на 500, если получится. Вот тут местность, я не знаю, там гору что-нибудь поставим и пристреляем. Обязательно надо посмотреть, как пуля попадает на 500 метров. Ну, пожелайте нам удачи. Специально для горной охоты я приобрел ружье Блазер калибра 300 Винмаг. Блазер является одним из передовых охотничьих ружей в мире. Легкий вес ружья облегчает путь по пересеченной местности. Калибр 300 Винмаг был выбран благодаря его соотношению силы и дальности полета. Друзья, пристреливаем ружье. На 100 метров пристреляли. Там внизу возле избушки местность не дает пристрелять ружье на 500 метров. Завтра на охоту, но чтобы спать спокойно, сейчас вот на гору наверху посмотрели, дальномером 500 метров. Но угол, конечно, там поменьше сделает, 350, наверное. Ветер тут сильный, 4-5 метров в секунду. Там поднимемся, листочек поставим и пристреляем. На 100 метров, ну, я думаю, нормально. Поправку не стал делать. Сейчас посмотрим на 500 метров. Если все нормально будет, так и оставим. Внизу ветра нету, а здесь ветер сильный. Посмотрим, как пулю снесет. Ну, я думаю, нормально будет. На 100 метров последняя пуля что-то вниз упала. Ну, я думаю, там я сам как-то дернул. Там лежать очень неудобно было. Камни там и так далее. Не как в стрельбище. Перед стрельбой обязательно надо не спеша, удобное для себя место сделать. Ружье удобно поставить, потом уже стрелять. Значит, олох слева vardı да? Тавулына де. Друзья, пристреляли ружье. Вот вторым выстрелом. Первый выстрел чуть выше было, да? Я посчитал на калькуляторе, там 27 было мрадов. У меня оптика в мрадах. 27 было, чуть повыше. Пуля попала. На 2 клика ниже сделал. И тут вот так вот получилось. Тут ветер. Там внизу ветра нету, поэтому не стал сделать поправку на ветер. А тут ветер есть. Поэтому вот чуть снесло пулю. Там напротив нас пик Победы видно. Самая высокая точка Дальнего Востока. Вот. А с этой стороны Момские хребты. Вот дар дедушки Баянаю. Алгыс, скажу, короче.
И в лес надо ходить с чистыми помыслами, да, так сказать. Не мусорить, сильно не шуметь. Это моя первая охота, горная охота. У меня опыта совсем нету. Вот первую охоту я пошел к моему другу Слепцову Степану. Завтра я вас познакомлю с ним. И надеюсь, удача улыбнется. Вот это вот оставляем. И вот мусор с собой возьмем. Первый блог на русском языке, друзья. Раньше вел блог чисто на якутском. Сейчас отныне буду вести блог на русском. Волнуюсь, язык не поворачивается в некоторых словах, да, и забываю, что сказать. Но это пропадет со временем. Привыкнем, ничего страшного. Всегда приходится впервые что-то преодолеть. Мое начало горной охоты начинается с Момского Улус района. Теперь спускаемся вниз. Друзья, вот и наступил первый день охоты. Я вас хочу познакомить со своим другом, очень хорошим человеком. Слепцов Степан, местный аутфитер. Степан, пару слов. Сегодня у нас какие планы? И где мы находимся? Мы находимся на реке Артурях. Устье это правый приток Мом. Сейчас поедем в устье, другую реку, проверим реку Хастах, устье, верховье реки. Начинаем нашу охоту. Мы поднимаемся все выше и выше по речкам к местам, где обитает снежный баран Чубук. Три дня тому назад тут видели варана 5 штук трофейных. С той стороны очень много следов, как паутина, тропинки баранов, а их пока не видно. Но охота только начинается, часов у нас 10-30 минут. 5 часов подъем был. Выехали где-то 5:45 к 6, по-моему. Увидели первого барана на горизонте. Дистанция 300. Сейчас подойдем, посмотрим. Рогач, не рогач, трофейный, не трофейный. Ребята говорят, трофейный, по-моему.
рогач. Ну, посмотрим, как получится. Сейчас подойдем. Тысяча 500, по-моему. Сейчас посмотрим, бараны есть, нет. С той стороны посмотрели, там один баран был на горизонте. Сторожевой, по-моему. Сейчас с этой стороны посмотрим. Но издалека баран, как будто у него рога маленькие были. Но сейчас уже отсюда, если посмотреть, около 800 должна быть дистанция. «635 метров». Там бараны есть, но молодые. Как и предполагалось, там сторожевой был издалека. А с этой стороны вот раз, два, три. Пока 3 барана видно. Ну, первые бараны. Будем искать дальше. Куда? Ортоко амулахам астыкулахам. Бастыкулахам оусебит. Ну нахалахам ботах. Улахаттара улахам улаханнара бабытта. Ол турбутагин. Мы видели 3 баранов. Ну, местные тут называют коя, самсых. Но рогачи молодые. Степан говорит, через 3 года нормальные будут, трофейные. Отпустили. Через 3 года, кто придет, им оставили. Будем дальше искать побольше. Что побольше рога были, трофейные. Время есть пока. Надеюсь, это только начало. Мы добрались до местности, в которую уже нельзя проехать на вездеходах. Дальнейший путь мы продолжим верхом на лошадях. Лошади не только служат средством транспорта на долгие расстояния, но и перевозят некоторый груз, необходимый во время перевала. Они отлично справляются с горными поверхностями. Тропа. Чубуков. Баранов много. Вот с той стороны, как паутина, следы. Ребята смотрят. Может, на горизонте что-нибудь появится. Вася опытный охотник. Вчера Чубуко увидел с 3 километров. Больше 3 километров было. 3200 было, по-моему. Левенчук, у него бинокль 10-кратный.
Сейчас находимся на высоте примерно 1300, по-моему. Погода уже изменилась. Пасмурно, холодало, ветер сильный. Камера показывает 1123, оказывается. DJI. Камера показывает, ну, не знаю, правильно, неправильно. Но я думаю, минимум 1200. Везде горы, ни одного растения, дерева нету. Вот такая вот красивая у нас момская природа. Перевал Попчан. Тут, смотрите, ребята, что оставляют. У меня мелочи нету, поэтому тут тоже один патрон. Дар 300 Винмак. Тут оставлю. Ребята баранов смотрят. Следов много. Похолодало. Переоделись в теплую одежду. О, ветер сильный. Аж кепка хочет взлететь. Вот, смотрите, кругом горы. О, колени болят. Сейчас нормально стало. И почти приехали. Вот там должна быть база. Мало осталось. В общей сложности 4 перевала, по-моему, перешли. В обед выехали до обеда. Сейчас местное время 8 часов. О, ёлка. Ну, мало осталось. Сейчас дойдем, отдохнем, поспим. И завтра с утра на охоту. Вот уже вечер, приехали наконец-то. Затопили печку, генератор включим. Вот лошади отдыхают, вещи в избушку, поужинаем и спать. Завтра с утра на охоту. Вот генератор включили, да будет свет. Сейчас свет включим, отдохнем. Тут красота, свежий воздух. Сейчас посмотрим-ка, тут высота какая. Если верить айфону, да, то высота у нас тут 950. Вот, гору видно. Устали очень сильно. Сейчас время сколько? 8 часов 2 минуты. Колени болят. О, спина болит. Ну, завтра утром будем как новенькие. Давайте. Избушка, в которой мы остановились, построена еще в советские годы. Это осенняя база оленеводов. Таких баз по всей местности большое количество, так как оленеводы пасут свои стада кочевым методом. Сейчас оленеводы на летних стойбищах, поэтому этот дом служит нашим перевалочным пунктом. Друзья, уже 3-й день на охоте. Вчера вот чисто переезд был. Сегодня вот рано утром встали, позавтракали и на охоту вышли. Сегодня чисто на лошадях поедем. Посмотрим, что получится. Надеюсь, удача будет на нашей стороне. Красота, пейзаж. Вот ребята смотрят. Вот Василий, Степан. Мы пока отдыхаем. После сегодняшнего дня привыкнем, думаю, к лошадям уже спокойно.
баранов. 5. Вон на том склоне. Вот избушка у нас там находится. Вот только что вышли и сразу баранов увидели. Попробуем подойти. Посмотрим трофейные качества. Бараны оказались не трофейными. Вскоре начался дождь. Из-за выпавшего дождя мы решили отдохнуть и порыбачить. Горные речки отличаются чистотой воды и наличием большого количества рыбы. В основном тут можно выловить кариуса. Особенность этой рыбы – ее можно съесть сырую, потому что в ней не бывает паразитов. Рыба является одним из основных составляющих рациона питания местного населения. Мы рыбачили с помощью сетей. Наловив достаточно для ужина, мы закончили. Сейчас я хочу коротко рассказать, на каких приборах мы сняли данный фильм. Первая камера — это DJI Osmo Action 5 Pro. 70% или даже 80% в основном сняли на этой камере. Она очень удобная, легкая, на гору взять с собой очень удобно. Аккумулятор очень долго держится. Это огромный плюс. Можно прикрепить его к ружью, к голове, к шее и так далее. Вторая камера у нас называется Osmo Pocket DJI. Но в этот раз мы на нем практически не снимали ничего, потому что она очень хрупкая, можно сказать, да. На лошади, чтобы держать при движении, можно легко его сломать, поэтому не использовали. Также квадрокоптер у нас DJI Air 3S в комплекте комбо. Очень хорошая. Я рекомендую в гору брать минимум поколение Air. Мини она легкая, поэтому в ветреную погоду аккумулятор быстро съедает. Поэтому мини поколение не рекомендую. Потом все это дело мы заряжаем электростанцией Artelf. Она называется Artelf Energia 700. Очень удобная, тоже легкая, килограммов 7, по-моему. И вот такая вот панель есть у нас. Солнечная панель. Она очень быстро заряжает. Когда мы уходим на охоту, оставляем на зарядку, и вечером она уже полная бывает. Также мы пользуемся профессиональной камерой Sony Alpha C2 в 2 объективах. Также я одолжил спутниковый телефон у Сидорова Михаила. Хочу поблагодарить его. Тоже дальнюю поездку обязательно нужна. Данные приборы мы приобрели в магазине «Ночная охота». Ссылку на сайт оставлю в описании. Все приборы вы можете приобрести в рассрочку. Звоните, пишите, покупайте, проконсультируют, помогут, что вам надо. Что для меня охота? Охота для меня — это отдых, тишина и возможность побыть наедине с собой. Здесь можно отключиться от всего лишнего и собраться с мыслями. Любовь к охоте с детства привил мне отец. Мы часто отправлялись вместе на природу, и он учил меня всем тонкостям охотничьего ремесла. С тех пор я продолжаю охотиться на уток, косуль и зайцев, постепенно набирая опыт и уверенность. До прошлого года я не задумывался о горной охоте. Это была лишь мысль. Но после встречи с людьми, для которых горная охота стала образом жизни, эта мысль превратилась в цель. Теперь моя цель – горная 5. Чтобы ее достичь,
нужно продолжать совершенствовать навыки и накапливать опыт. На этой охоте я особенно ощутил, насколько важны опыт и удача. Раньше я 2 раза ходил на лося, но в те разы нам не повезло. Говорят, что многие охотятся на чубуку по несколько лет. У меня же осталось всего пару дней до конца этой охоты. Получится ли добыть трофейного снежного барана с первого раза, или придется вернуться в следующем году? Друзья, мы находимся на местности Алмандыкан. Третий день. Первый день был у нас разведывательным. Вблизи избушки мы увидели 2 группы баранов молодых. Одна группа из 5 голов, вторая группа больше 10 было. Вторую группу мы увидели очень близко, с 300 метров, по-моему. Вчера был дождь и снег был, поэтому мы не пошли на охоту. Отдохнули, порыбачили. И вот видите, везде очень много труп здесь. Баранов. Ребята пошли на разведку. Подъем был очень жесткий. На лошадях вышли. Сейчас скажу, на какой высоте мы находимся. 1378 метров высота. Тут очень красиво. Местность красивая. Следов очень много свежих. Вот, даже на снегу видно. Поэтому сейчас будем, я думаю, не спеша разведку сделаем. Каждый провал, каждую гору. И, надеюсь, увидим трофейных. Постепенно поднимаемся на высоту. Там обычно ребята говорят, лёжка есть на самой высоте. И вот, поднимаясь, мы видим очень много следов присутствия баранов. Вот видите, везде, на каждом шагу, вот тоже есть очень много пометов. Я думаю, они где-то здесь близко находятся. Набираем высоту постепенно, смотря каждое ущелье, не спеша, не шумя. На ту сторону сейчас посмотрим, увидим, что есть. Но я думаю, должны быть здесь где-то рядом. Увидели 3 баранов. Сейчас, ребята, пошли посмотреть. Там издалека посмотрели 3 барана. По бычью счетам увидели 5. Но там были молодые, по-моему. Я не успел увидеть, ребята увидели. Сейчас ребята пошли на разведку местоположения. Потом мы подойдем, определим дистанцию. Если это правда тут, то произведем выстрел. Но тут далеко, по-моему, 500 метров, что ли, там начинается самое интересное. Ветер в нашу сторону, поэтому это в нашу пользу. Ждем.
Красота. Добыли барана. Сейчас подойдем, посмотрим. Расстояние близкое, 100 метров. И плюс угол есть. Красота. Первый баран добыт. Красота. Çok kıydım o, ha? Dina kutu. Вот и завершилась моя первая горная охота. Удалось добыть молодого самца, горного барана. Мне очень понравилось, друзья, вот это вот на лошадях, по горам, рыбалка. Совсем другая атмосфера. И я всем охотникам желаю почувствовать вот это вот чувство, которое я сейчас чувствую, да? Отдохнуть, добыть барана, порыбачить, познакомиться с новыми людьми. И в первую очередь я хочу поблагодарить своего друга Слепцова Степана и его семью за гостеприимный прием. Мы поохотились несколько дней, пару дней была непогода, но все равно нам удалось добыть в первую очередь барана. Первостепенная задача у нас была добыть барана, самца среднего возраста. Если получится, то добыть трофейного. А также хочу поблагодарить членов его семьи Тупсуну, Алексея, Веронику и Василия. Очень было приятно с вами вместе поохотиться, познакомиться, разделить свои чувства, да? А также я хочу поблагодарить всех жителей Сасырского наслега за гостеприимный прием. Здесь люди очень добрые, да, и я вот хочу сказать один такой момент, когда мы ехали с Якутска до Сасыра на КамАЗе, да, там были учителя, дети, работники ЖКХ, дороги и так далее, да. Мне очень понравилось, что каждый человек носит с собой мусорный мешок и собирает за собой мусор. Мне это очень понравилось, что каждый житель бережет вот эту вот природу, да, здесь очень красиво. Я вот в многих регионах побывал. В данное время у меня вот такое ощущение, что Сасыр — это жемчужина Арктики, это сердце Якутии, да, друзья. И нам, всех жителей, гостей, кто смотрит это видео, я всех призываю сохранить вот в таком виде нашу природу, не только Омский район, но и всю республику. Собирать за собой мусор, уважать друг друга и так далее. Как я уже говорил, это моя первая горная охота. И я хочу поблагодарить Александра Джуровича, Иннокентия Михайловича, Спиридона Спиридоновича, Рамвера Романовича и Степа Борисова. Без их помощи, возможно, я бы тут не стоял. Они очень мне помогли сделать первый шаг и воплотить мечту в реальность. А также хочу поблагодарить всех членов сообщества горных охотников Якутии. Друзья, у меня в будущем есть желание развиваться в этом направлении, не только горная охота, но и рыбалка и охота в Якутии. Я именно хочу снимать контенты и делиться с вами. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. До следующей встречи.